Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің өтетін ережеміз болымсыз етістік жұрнағы. Сегодняшнее наше правило – это отрицательная форма глагола. Можно и сказать отрицательные суффиксы. В казахском языке форма отрицания образуется путем использования в глаголах суффиксов отрицания маме, бабе, папе. Суффиксы отрицания добавляются только к глаголам. И обращаем внимание, если в конце слова встречаются в первых случаях после звонких «ж», и сонорных «м», «н», «н», прибавляются суффиксы «ба», «бе». Жаз, пиши, жазба, не пиши. Тоң, мерзни, тоңба, не мерзни. Сен, верь, сенбе, не верь. Во-вторых, после глухих согласных т, п, к, q, ш, с прибавляется суффикс па, пе. Жат, ложись, жатпа, не ложись. Кес, режь, кеспе, не режь. Көш, переезжай, көшпе, не переезжай. В-третьих, после гласных а, е, и, и сонорных л, р, у и краткое прибавляются суффиксы маме. Жла, плачь, жлама, не плачь. Акель, приноси, акельме, не приноси. Ренжи, сердись, ренжме, не сердись или не обижайся. Обращаем внимание, во всех случаях, как и обычно, суффиксы и окончания прибавляются в зависимости от твердости и мягкости слова. Слово, если твердое, корень слова твердое, жаз твердый, например, к нему прибавляется уже суффикс и окончания все твердые. Если слово мягкое, то прибавляются окончания и суффиксы мягкие. В основном обращаем внимание на последний слог слова. Если слово жлама, в слове жла сколько слогов? Два слога, да? Ж это первый слог, ла это второй слог. Обращаем внимание на последний слог слова ла. А у нас твердый гласный, поэтому прибавляется тоже твердые окончания или суффикс. Осымен біздің ережеміз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.